Сезон 23 «Ангуш» начал с домашнего матча против команды из Дагестана «Динамо Махачкала». После 90 минут игры победителем вышли хозяева. С минимальным счетом 1-0 «Ангуш» набрал 3 балла. После встречи с еще одной командой из Солнечной Республики. На этот раз матч был более динамичный и результативный. Ничья 1-1. Третья игра, и снова ангуштовцы дома против нашей команды вышел карачаевский «Нарт». И первое поражение. По итогам всего сезона именно «Нарт» занял первое место. А «Ангуш» свое поражение отыграл. В гостях мы обыграли клуб из Черкесска со счетом 2-1. И у обеих команд по одному проигрышу друг другу. Конечно же, в ответной игре мы настраивались, хотели взять реванш, доказать, что это наше поражение домашнее было несправедливым, обидное поражение. Здесь, опять-таки, отдаю должное нашим футболистам. Настроились очень здорово при большой поддержки «Нарта» у себя дома, там телевидение, их министры спорта, все присутствовали на матче, но это нас, наоборот, еще больше мотивировало. Ребята просто выдали сумасшедший матч, выиграли 2-1. За время сезона тренерский штаб вносил коррективы в игру. Менялись схемы, набирались легионеры. Все это привело к тому, что «Ангуш» не проиграл ни одного выездного матча. Было несколько ничейных результатов, все остальные победы. Особенно запомнились игра с «Ардоном», в которой наш клуб разгромил хозяев 0-5, и дерби с Бесланом. От игры к игре качество росло, потому что футболисты требования мои воспринимали. Много работали там в тактическом плане. Понятное дело, это дерби с астинскими командами. Особенно запомнилась домашняя игра с Бесланом, когда очень тяжелая игра у нас была при счете 1-1. Мы никак не могли забить второй мяч, и все-таки нам это удалось сделать. Очень такой эмоциональный матч был. Плюс пришло много болельщиков, которые нас поддерживали очень сильно. Давно не помню такой поддержки. Наша команда по результатам 16 игр набрала 37 очков и заняла второе место в своей группе. Впереди были стыковые матчи с клубами из соседней сетки. Там лидировали «Строитель», «Каменск-Шахтинский» и «Электроавтоматика». Первый «Ангуш» один раз проиграл, вторую игру свел в ничью. А вот «Электроавтоматику» мы обыграли и дома, и в гостях. Как итог, общее третье место и впервые с 2019 года выход из третьего дивизиона во второй. С первого дня мы себе цель поставили – выход во второй дивизион. Опять-таки нужно помнить, что 30 лет в этом году исполняется футбольному клубу «Ангушт». Такой юбилейный год, и хотелось бы, чтобы именно в этот год мы вышли в профессиональный футбол. Мы встречались с главой нашей республики, который нас заверил, что нас не бросит, что окажет поддержку нам. Поэтому мы надеемся в этом плане, что у нас будет хорошо все. Будем стремиться и готовиться к профессиональному футболу. То есть это вторая лига, где мы должны тоже быть на уровне и не быть мальчиками для битья, скажем так. Умар Мархиев отметил, что в команде сложился хороший микроклимат, игроки выложились на все 100. Также выделил нескольких футболистов, которые показали себя лучше всех, забили больше остальных, поддерживали дух команды. Выделил это Бекхана Алиева, это наш бомбардир, больше всех голов он забил в нашей команде. Да и, по-моему, по двум зонам он там, по-моему, третий или четвертый по количеству забитых. Ну и самое главное, я думаю, виновник торжества – это наш капитан Алисхан Ахильгов. Это наша душа, мотор команды. Ну, без него действительно очень сложно «Ангуш» представить сейчас на данном этапе. Он просто молодец. Не пропустил ни одной тренировки, ни одной игры. И своим примером он показывал молодым, как нужно относиться к своему делу. Задача минимум выполнена, и «Ангуш» снова будет играть во втором дивизионе. Команда должна показать себя в более элитной лиге, где собраны лучшие клубы. Муслим Ганиев, Асхаб Билакиев, Новости 24.